В этом году по сравнению с прошлым запасов снега значительно больше. Днем солнце пригревает, снег начал постепенно таять, но и снегопады еще не торопятся отступать. Поэтому подготовка к паводковому сезону в районе ведется в штатном режиме. На территории Илишевского ДРСУ акционерного общества «Башкиравтодор» собрались представители всех аварийных и спасательных служб района. Здесь противопаводковая комиссия провела ежегодный смотр готовности техники и личного состава к весеннему паводку. В этом году ожидается, что уровень воды в реках будет превышать средних значений, поэтому нужно быть готовым ко всему. Понимая это, все представленные службы демонстрируют готовность согласно пионерскому девизу «Всегда готовы». Личный состав Федеральной противопожарной службы также находится в режиме повышенной готовности. В числе многих служб наша служба является одной из ведущих служб по обеспечению мер безопасности во время паводка. В наши задачи входят тушение пожаров в зонах затопления, эвакуация людей, имущества с зоны затопления, оказание помощи населению в чрезвычайных ситуациях. К этому у нас силы и средств достаточно, люди обучены. Надеемся, что паводок пройдет без происшествий. В зоне возможного подтопления находится около 56 домов в селе Кипчаково. В случае что, для ликвидации последствий моментально будут привлечены бригады газовых, электросетевых служб, связи, скорой помощи, полиции и так далее. Проводится и разъяснительная работа с населением. Біздің енді көптеген мероприятиялар өте противопаводковая комиссия постановлениесі шыққан. Шушы күндерде енді заседаниясы была. Сельские поселенияларда енді біздің информационно-аналитический мероприятиялар аппарабыз енді халық білән оңнашулар. Біздің енді бір заторы опасный участогыбыз бар енді біздің Акку сельсоветінде енді Қыпшақ ауылы возможный подтопленияға ләгерге может. Ул пунктта енді біздің таныштыру бара, шушы мероприятиялар білән, халық білән эшләү. Газовый службалар мероприятия бара, электр селтәрләре, аннан соң торговля. Керек болса инде үзләренең имуществосын страховать буенча да. Осмотрев все единицы техники, побеседовав с личным составом, члены противопаводковой комиссии района обозначили конкретные задачи, возлагаемые на отдельные команды. Понятно, что к обильным половодьям нужно быть готовым не только спецслужбам, но и населению. Если ваш населенный пункт может пострадать от паводка, изучите и запомните границы возможного затопления, а также возвышенные редко затапливаемые места, расположенные в непосредственной близости от мест проживания, а также кратчайшие пути движения к ним. Ознакомьте членов семьи с правилами поведения при эвакуации. Запомните места хранения лодок, плотов и строительных материалов для их приготовления. Уложите в специальный чемодан или рюкзак важные документы, запас продуктов, воды и медикаментов. При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону для вызова экстренных служб 112 с мобильного телефона и 01 со стационарных телефонов. Алина Хадимуллина, Ренат Хадимуллин, телерадиокомпания «Илиш».